Добрый день. В эфире национального телеканала программа «Главное». Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым, в ходе которой руководитель региона доложил о реализации нового майского указа о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, а также обратился с просьбой поддержать в рамках указа региональный проект по улучшению водоснабжения, а также строительство нового стадиона в Республике Ингушетия. Поговорим по всему комплексу социально-экономических вопросов республики складывающихся. Давайте начнем с одного из чувствительных вопросов для республики с водоснабжением. Уважаемый Владимир Владимирович, в целом по социально-экономическим показателям по итогам текущего года у нас динамика. Но так как вы сказали, это чувствительное направление не только для республики, для страны в целом. В вашем майском указе это четко прописано. Я поговорил с Министерством строительства по этим вопросам. Там разрабатывается отдельная программа по водообеспечению, в том числе в рамках майского указа. Уже где-то 3 года назад разработали очень хороший проект. И просил бы поддержать и Министерство строительства в этом плане, и Республику Ингушетия. Я письмо написал по водообеспечению населения республики. Потому что это крайне болезненная тема. Да, мы 3-4 года назад сняли проблемы, но сегодня есть ряд населенных пунктов, докуда, во-первых, сети изношены, во-вторых, добыча воды. Если раньше глубина скважин была одна, то сегодня уже совершенно другие глубины, потому что вода тоже там истощается. Поэтому просил бы поддержать этот проект, уважаемый Владимир. Второй вопрос, уважаемый Владимир. В целом, сегодня чемпионат мира по футболу. Просил бы от молодежи республики, от спортсменов республики. Сегодня единственный субъект, где нет своего стадиона. Мы уже с вами об этом вопросе говорили. Мы не просим там 30-тысячник, 15-тысячник стадион. Я уже с Виталием Леонтьевичем Мутко это проговаривал. Поддержать на этом проектом. Сегодня чемпионат мира, национальный, народный, всенародный праздник в стране. Все ликуем. И вот подарок такой от вас лично для республики. Если можно, поддержите, пожалуйста, дайте поручение Виталию Леонтьевичу. Мы бы тогда совместно доложили бы от исполнения этого поручения. Поддержите нас, пожалуйста. И еще, Жан Владимирович, у меня третий вопрос. У нас сад-гигант Ингушетии. Он самый крупный в Европе сегодня. На одном месте 1100 гектаров. Мы с Минсельхозом проговорили, с вице-премьером проговорили эти вопросы. И хотели бы осенью сделать там такое хорошее выездное. Мы, во-первых, уже согласовались с комитетом Совфедерации, выездное заседание совещания. И хотели бы на базе сада «Гигант Ингушетии» по садоводству организовать, провести всероссийское совещание. На базе сада «Гигант» это самое крупное хранилище, 64 тонн хранения. Свой питомник по саженцам. Мы уже 2 года уже за границей не закупаем саженцы. И в момент проведения совещания закладываем капсулу под строительство сокового завода и детского питания завода. И в перспективе завод по пектину, потому что мы сегодня 90% импортозависимы от пектина. Если мы этот завод поставим, это уже совместно с итальянцами проект, мы будем 40% обеспечивать. Плюс буквально у меня 18-19 в республике работает министр экономики Индии. Мы совместно с индусами закладываем завод по сборке оборудования офтальмологии и глазных капель. Это индусяне первые в мире на этом направлении стоят, и вот такой проект тоже. Мы тоже готовы именно осенью этот завод тоже заложить. То есть хорошие такие проекты, поэтому если будет ваше решение, то мы бы проработали вопрос. Хорошо. Участники нашей программы. Замир Хакяшевич Балкисов, генеральный директор агрокомплекса «Сад-гигант Ингушетия». Закри Исаевич Мамилов, депутат Народного собрания, сопредседатель Народного фронта в Республике Ингушетия. Мургустов Магомед Хасанович, заместитель министра спорта Республики Ингушетия. И Мархиева Мадина Висангиреевна, старший тренер по легкой атлетике.
Ну, как известно, эта встреча главы нашей республики в этом году не первая. До этого в апреле была встреча президента страны и главы нашей республики. Тогда тоже говорили о социально-экономическом развитии региона, но тогда больше говорили о рабочих местах и создании объектов. Сегодня темы были немножко иные, но тоже то, что касается благополучия нашего населения. Вот касательно этого давайте послушаем политолога Виноградова Михаила. Вот что он сказал касательно встречи главы республики и Владимира Путина. Ну, сам по себе факт встречи Евкурова и Путина, это, конечно, второй за год, это успех главы Ингушетии. Обычно, когда над губернатором или главой региона скучаются случаи, он просто не впадает в президентский график, и с ним почти не общается. Сам факт впадания в президентский график – это и положительный сигнал в отношении карьерных перспектив, и шанс обсудить те или иные вопросы, связанные с развитием республики, с федеральной поддержкой. Вот я знаю, речь шла в том числе о стадионе. Поэтому это, безусловно, для Евкурова позитивный знак. Но обычно, когда такие вопросы обсуждаются на высшем уровне, означает такую мобилизацию работы государственного аппарата и экономики на реализацию того, что было поставлено задачей. Поэтому я думаю, что в целом сроки могут казаться вполне реалистичными. Закрий Исаевич, но столь пристальное внимание федерального центра, конечно, нам это очень отрадно. Да. Встреча с главой страны в любом случае это событие неординарное. Оно обычно влечет за собой какие-то изменения, какие-то, значит, дополнительные вливания и в плане социального развития, и в плане развития экономики республики, и в плане, значит, создания какой-то материальной базы. И поэтому, конечно, очень знаменательно, что президент страны уделяет вот такое-то большое внимание нашей республике. Мы знаем, что, вот как вы отмечали в своем выступлении, что и в апреле месяце была встреча нашего лидера с президентом страны. И вот сейчас, мне кажется, это подчеркивать и не только вот особое отношение, внимание со стороны центра, но и то, что в центре, в Кремле понимают наши проблемы, подходят с пониманием. И они, вот те конструктивные предложения, которые поставлены главой республики, они, я думаю, найдут свое реальное воплощение, найдут свое реальное решение в нашей республике. Я лично очень рад вот этой встрече и думаю, что она знаковая встреча, это событие знаковое, оно дает сигнал и дальнейшему ускоренному развитию нашей республики. Мы послушали, что нам сказал российский политолог в своем комментарии. Я предлагаю еще послушать слова общественного деятеля Молдгирея Дзагиева, который лично знаком с Владимиром Путиным. Давайте послушаем. Я думаю, это очередная встреча, которая позволила нам с вами чувствовать себя достойными субъектами Российской Федерации. Потому что то, что там обсуждалось, это и вопросы, связанные с строительством стадиона у нас в республике. Это вопросы, связанные с необходимостью дальнейшего развития социальной инфраструктуры. Все это позволило нам говорить о том, что мы являемся такими, знаете, субъектами, которые развиваются. И это развитие у нас идет в русле современной исторической и российской направленности. Мы же самый молодой субъект Российской Федерации, и к нам особое внимание, потому что мы строим, в принципе, все, что мы делаем, это, в принципе, на нуле, да? С нуля, так скажем, начали. И я думаю, что то, что мы делаем, то, что мы сегодня строим, это достойное внимание. И это внимание уделяется нам со стороны федерального центра и особенно президента Российской Федерации. Я очень хорошо знаком с президентом России. Я знаю, как он относится к Ингушетии, как трепетно относится к Ингушетии. И бывали моменты, когда я с ним беседовал как-то в кулуарах где-то, и он всегда говорил, что Ингушетия это особый субъект наш. Не потому, что он выделяется какими-то приоритетами, а потому, что он самый молодой, самый развивающийся,
самый такой субъект, который требует особого внимания. И вот то, что мы сегодня преодолели все препятствия, связанные с необходимостью обеспечения общественной безопасности, то, что мы сегодня строим социальные объекты, то, что сегодня десятками, а иногда несколькими десятками сдаем эти объекты, свидетельствует о том, что мы идем по правильному пути. Мне очень приятно, что наш глава вот находит общий язык с федеральным центром, он встречается со всеми министрами, и в том числе с президентом Российской Федерации. Это вызывает особое уважение. У вас до встречи президента страны и главы республики проходили совещания, да, в Москве с главой нашего региона? Да, у нас было совещание в полпредстве. Глава озвучил ряд вопросов по строительству немаловажных спортивных объектов. Согласно майскому указу 204, там у нас нужно обеспечить к 2024 году уровень обеспечить населения систематически занимающимся. И в связи с этим что нужно? Нужны спортивные объекты. Это не секрет, наша республика занимает последнее место среди субъектов Северного Кавказского федерального округа по спортивным объектам. И на этом совещании был озвучен вопрос, и у нас планируется до 2024 года строительство объектов, чтобы поднять тот уровень, который нам необходим по систематически занимающимся. Глава республики отметил необходимость достижения показателя, да, охваченных спортом граждан до 55%. Как мы помним, еще несколько лет назад в Ингушетии спортом занимались лишь несколько процентов людей, а сегодня их более 16%. То есть задача вполне осуществимая, но за счет чего нам удалось достичь именно этих 16%? У нас 16%, вот 55% для нашей республики – это очень большой процент. Я бы хотел еще отметить, что Министерством спорта Российской Федерации на данный момент проводится работа насчет процента для каждого субъекта. Будет введен новый процент какой-то. Сейчас идет разбирательство, там мы отправляем письма, также каждый субъект. И сейчас насчет процента будет разъяснение. А 55% от тех 16%, о которых мы говорим, они поднялись в результате того, что у нас построены за 25 лет у нас построены спортивные объекты. Мы все знаем, у нас не было спортивных объектов, люди тренировались, дети тренировались, было несколько залов, тренировались и добивались каких-то результатов. А на сегодня есть условия, сегодня есть объекты. В дальнейшем будут объекты строительства. И я думаю, у нас уровень, мы будем пытаться, будет трудно, но мы, я так думаю, к 2024 году поднимем. Мы еще, конечно, обязательно вернемся к теме спорта. Теперь поговорим о проблеме, которая была озвучена на встрече главы республики и президента страны. Это, конечно же, водоснабжение. К сожалению, оно у нас в республике носит в последнее время немножко сезонный характер. Летом эта проблема обостряется. И в связи с тем, что совсем недавно была такая аномально жаркая погода, и люди были без воды, это, конечно, было очень печально. А можно сказать, всей республикой переживали за них, особенно за жителей селения Плиева, да. Но есть шанс, что это останется в прошлом. Вы знаете, проблема водоснабжения вообще в республике, она стоит остро. Она стоит вообще во всем мире остро. Но у нас она стоит, мы как свое чувствуем более остро. Конечно. И вы знаете, вот как вы правильно отметили, сезонное явление, как в селе Плиева, там в некоторых других селах. Вот. Для того, чтобы решить эту проблему, вот я в курсе этих дел, потому что мы непосредственно, как и Народный фонд, занимались этой проблемой. Вот в прошлом году, благодаря усилиям руководства республики, было через Роснефть выделено более 300 миллионов рублей. Туда, значит, примерно столько же было влито за счет местного бюджета. И вот благодаря вот этим средствам в республике было пробурено более 9 артезианских скважин, более 64 километров водопроводов сделано, 16, значит, емкостей для хранения воды тысячекубовых, несколько водонапорных башен. Ну, объем работы был проведен большой, но, конечно, он на сегодня, для того, чтобы полностью закрыть проблему республики, он недостаточен. Поэтому и на этот год тоже по договоренности Роснефть опять нам выделила 300 рублей. И руководство, и правительство, значит, и парламент этому внимание очень уделяет. Значит, приняли меры для того, чтобы с учетом вот ошибок прошлого, значит,
более эффективно использовать вот эти выделенные средства для того, чтобы вот эти проблемы и узкие места нам закрыть. Вода – это, как известно, основа основ. И сегодня вот мы требуем, и Народный фронт проводил проверку, и требуем, чтобы скважины бурились не методом тыка, как говорится, чтобы определяли, есть вода, нет вода, а на, значит, научной основе, чтобы брали, значит, данные с научно-исследовательских институтов, это и в Пятигорске, и в Ессентуках эти данные есть, и чтобы бурили, уже имея соответствующие проекты, соответствующие согласования с надзирающими органами, и тогда, когда мы получим реальную воду. Я думаю, то, что сегодня вот проблема воды обговаривалась и на этой встрече, она подчеркивает суперважность этого вопроса. И мне кажется, что на такой уровень нашему главе удалось вытащить эту проблему на уровень страны, на уровень президента страны, оно, безусловно, даст свое положительное решение, даст очередной положительный толчок для того, чтобы наше население, вот эти вот даже хотя бы пусть и локальные чрезмерные, значит, напряжения, связанные с водой, были устранены. Конечно, объем работы очень большой предстоит. Нам в республике вот так вот, чтобы нормализовать воду, надо пробурить не 1 десяток из скважин, значит, реконструировать тысячи километров существующих водоводов. Но это все решаемые вопросы, их надо поэтапно разгребать. И я думаю, вот то, что, вот еще раз повторяюсь, то, что этот вопрос вывесен на общий российский уровень, нам, безусловно, явится нам подспорьем и поможет в решении этой проблемы. Да, действительно, вот в последние годы, пока эта проблема была, в республике пытались справиться с ней своими силами, но вот уже, да, очевидно, что сделать это практически невозможно. Помощь нам, конечно, нужна. Давайте посмотрим видеоматериал о водоснабжении в регионе и послушаем причины главные таких проблем. Водопроводные сети аж советского периода, поэтому не странно, что под сильным напором воды происходят порывы. Налаживание водоснабжения в регионе идет усиленными темпами. В Назране 128 тысяч водопроводных сетей находится в ветхом состоянии. 15 километров уже отремонтировали. В планах ремонт еще 40 километров. Ремонтные работы начались сегодня по улице Тангиева. Выкопали яму, чтобы заменить определенный километр труб. Выяснилось, что менять нужно больше. Проблему с водоснабжением глава Ингушетии обсудил в Минстрое России. Заместителем руководителя ведомства Юрием Гордеевым Юнусбек Евкуров отметил, что нехватка воды особенно ощущается в летнее время. На ситуацию влияет изношенность водопроводных сетей и прирост населения. И без помощи федерального центра эту проблему не решить. Чуть позже руководитель субъекта на встрече с Владимиром Путиным проинформировал о ситуации с водоснабжением. Глава Ингушетии отметил, что если раньше глубина скважин соответствовала нормам региона, то теперь совершенно другие глубины, и вода истощается. Своими силами республика делает все возможное. Юнусбек Евкуров попросил поддержать проект по ремонту. Владимир Путин одобрил. В то время как жители некоторых районов республики оставались без воды, по поручению главы Ингушетии водовозы каждый день доставляли необходимое благо. План по масштабной реконструкции водоснабжения одобрен, а значит, скоро начнутся ремонтные работы. Власти республики с помощью федерального центра сделают все, чтобы поставить точку в проблеме нехватки воды. Но тут становится очевидным, да, что все-таки наследие СССР, оно дало трещину, не одну. Действительно, вот эта проблема, она не новая проблема. Она идет оттуда еще с 40-х, с 50-х, 80-х годов. Если, допустим, вот Малгобекский район у нас обеспечивался водой в свое время с Кизлярского водоподъема, там содержали эти водоводы и хозяйства нефтяники, тогда нефтяники были еще как бы у нас, как говорится, в силе, при деньгах, но сегодня у них этих возможностей нет, и поэтому, несмотря на то, что там вода очень качественная, но качать ее через перевал, оно очень накладно, и поэтому сейчас надо нам от этого уходить, искать, значит, воду на своей территории, а вода у нас есть, и вот при помощи федерального центра, если мы сумеем комплексно подойти к этому вопросу, сегодня есть реальная возможность эту проблему решить. И водоводы, и, значит, водохранилища, и, значит, емкостя, и насосное хозяйство, все сегодня необходимо переходить на новые технологии, на новые условия, на
чтобы уйти от металлических труб, которые через 15-20 лет, в принципе, уходят из строя, они корродируют. Надо переходить на пластиковые трубы, переходить на современное насосное оборудование, оборудование скважин, оборудование, значит, наземного хранения воды. И я думаю, они все в комплексе будут предусмотрены. Вот то, что программа, которая сейчас намечается, которая разрабатывается, она уже будет разрабатываться на уровне Министерства Минстроя Российской Федерации. Я думаю, там все эти моменты будут учтены. И, конечно, одним наскоком этот вопрос не решишь. Этот вопрос, как вы правильно отметили, который накопился годами, но поэтапно развивая в течение вот тех сроков, которые поставлены, скажем, до 2024 года, мы можем обеспечить приличное водоснабжение жителей нашей республики. Ну вот далее я предлагаю послушать, что же нам сказал президент Общенационального союза некоммерческих организаций о встрече, которая прошла в Москве. Представляю вам интервью Александра Айгистова. Я считаю, что, безусловно, встречи, они нужны, такие встречи нужны и для будущего развития Республики Ингушетия, но и, конечно же, они, с другой стороны, констатируют большой путь, который сделала республика за эти 20 с небольшим лет пребывания в Российской Федерации как самостоятельная республика. Ингушетия прошла очень серьезный путь и столкнулась с преодолением серьезных барьеров и все-таки преодолела их достаточно быстро, мне кажется. Никто когда-то не верил, что Ингушетия так быстро станет самостоятельной единицей не только по своему там географическому и политическому там названию, но и по сути. Она стала полноценным субъектом Российской Федерации. И, конечно, в этом огромная заслуга главы республики Юнусбека Маматкалиевича Евкурова. Я знаю, что глава республики прикладывает все силы к тому, чтобы планы, которые были озвучены, были осуществлены. Все решения, озвученные главой республики, они будут осуществлены. Потому что для этого есть экономические предпосылки, для этого есть и деньги, для этого есть человеческие ресурсы, есть большое желание трех главных сторон: бизнеса, гражданского общества и государства, для того, чтобы это получилось. То есть я верю, что это получится. Вот Александр Айгистов верит в нас. Следующий вопрос мне хотелось бы задать Замиру Хакяшевичу. Но вот совсем недавно, когда мы говорили о том, что в Ингушетии появятся яблоки, которые выращены по итальянским технологиям, эта задача, планы эти казались слишком амбициозными, неосуществимыми. Ну и вот сегодня, да, по главной трассе мы видим, какие сады раскинулись. Это потрясающая картина. И, как отмечают в Европе, это один из самых больших таких агрокомплексов. Да, на самом деле удалось построить за 4 года сад, современный сад, суперинтенсивный сад со множеством культур, которые мы выращиваем на площади почти 800 гектаров. В будущем году мы планируем заложить еще 250 гектаров сада, и 1050 гектаров сада, нашу программу мы выполняем на этом этапе. Что мы производим? Мы, кроме яблок, производим все косточковые. Это абрикосы, слива, черешня, персик, нектарин. С этого года груша. И планируем в будущем году заложить столовый виноград, столовые сорта винограда. Тоже будем выращивать. Сад, на самом деле, один из самых крупных в Европе и в России. 1000 гектаров на одном месте редко кто строил. Кроме сада, мы построили самый большой в Российской Федерации, наверное, в Европе, фруктохранилище на 61 тысячу тонн для временного хранения. Он построен по последним разработкам технологий хранения фруктов. Это регулируемая атмосфера, это динамичное охлаждение, это влажность, которую мы регулируем так, как хотим. Это механизированные все работы, все процессы работы. У нас самый, наверное, крупный сортировочный цех. У нас 2 линии по 20 тонн, каждый из них 40 тонн мы сортируем каждый час.
Мы и сегодня вот только заканчиваем продажу яблок прошлого года. До сих пор хранили их. И хранили современно, абсолютно в нормальном состоянии. То, что глава республики говорил на встрече с президентом России, да, ну, моей радости, это не проблема, это проблемы уже прошли, а это позитивное развитие республики, которое вот глава республики поддержит безусловно и координирует нашу работу. Мы, да, собираемся строить производство по переработке яблок. Сок очищенный, сок с мякотью, пюре, детское питание сделать, и джем, и повидло. Это одно из производств, которые мы считаем нужным. Кроме наших яблок, которые могут пойти, часть яблок на переработку, мы планируем закупать, если возможность, у населения, у других производителей яблок, которые выращивают, может быть, не очень качественные яблоки, или же не имеют возможности их хранить. Их надо своевременно продавать, своевременно реализовывать его. Это сложно. Поэтому такой цех мы хотим заложить, планируем его. Это будет самое современное оборудование, итальянское, немецкое. Проект его заканчивается где-то в конце августа, нам проект выдадут его, и в сентябре, наверное, мы, как говорил глава, заложим его строительство. Ну вот как президенту страны, глава республики рассказал о саде «Гигант», давайте посмотрим это в следующем видеоматериале. Самое передовое оборудование даже в Европе лучше не найти. Впрочем, в саду «Гигант» в ногу со временем стараются идти во всем. Крупнейший в СКФО новый оптово-распределительный центр запустили только в конце прошлого года. Он позволяет одновременно хранить до 36 тысяч тонн плодов, а производительность линии по товарной обработке более 20 тонн в час. Почти всю работу выполняет автоматика, поэтому и трудятся здесь рабочие, можно сказать, в свое удовольствие. Это самое лучшее преимущество для работников, потому что им не нужно их поднимать, ящики ставить. Все идет автоматика. Они укладывают авиола ящик. Человек около 60-70 работает. Средняя заработная плата у них зависит от нормы. Норму они переработку делают. Меньше 1000 рублей они не получают каждый день. Оптово-распределительный центр – это принципиально новый механизм поддержки садоводства, ведь важно не только вырастить и собрать, но еще и сохранить и реализовать. После сортировочной линии ящики с продукцией попадают на соседний склад, но здесь они надолго не задерживаются. Машины их загружают прямо на месте. Яблоки, выращенные на ингушской земле, поставляют по всей России. В день на предприятии реализовывается до 180 тонн яблок. Такие масштабы сада позволяют руководству смело разработать план по его дальнейшему расширению. Так, сегодня в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Юнусбек Евкуров обратился с просьбой провести на территории сада всероссийское совещание по садоводству, где садоводы со всей страны смогут пообщаться и поделиться опытом. Одним из самых главных событий на повестке совещания станет презентация хранилища на 64 тонны питомника по выращиванию саженцев, а также заложение капсулы в основании заводов по производству соков, детского питания и пектина. Вопрос поддержки приоритетных направлений агропромышленного комплекса с помощью госпрограмм Юнусбек Евкуров до встречи с Владимиром Путиным обсудил с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. Речь идет о садоводстве, виноградоводстве, скотоводстве и модернизации логистической инфраструктуры. И как раз все эти новые заводы, которые запустят в следующем году в саде «Гигант», станут первым шагом к развитию сельскохозяйственных территорий. С каждым годом реализация яблок предприятий растет. В ближайшем будущем объем продаж планируется увеличить в 2 раза. Добавить по этому саду «Гигант». Вот, у нас же в республике все равно иногда принимается скептически. Вот, были тоже скептические высказывания по этому саду. И в прошлом году, наверное, вы помните, мы приезжали с группой депутатов, глава туда приезжали, мы поездили по этому саду, посмотрели эти строящиеся объекты, хранилища, значит, сортировочные. Вы знаете, мы настолько были впечатлены,
И самое главное, ну, как бы не только вот внешнее впечатление, ведь там создается 1000 рабочих мест. И все эти люди, которые там работают, они получают зарплату в белую. То есть идут отчисления в налоговую инспекцию, идут отчисления в пенсионные фонды. Люди как бы работают, получая зарплату еще и на свое будущее. Ведь мы знаем, многие наши коммерческие предприятия работают, в черную дают эти зарплаты, здесь в белую работают. Вот это тоже отрадно. И то, что вот они сегодня... ОРЦ, да, оптово-распределительный центр, который, значит, там и гостиница великолепно построена, там, значит, строится помещение по приему пищи для гостей будет. Короче, это комплексное предприятие, которое построено и работает на уровне европейских стандартов. Вот то, что оборудование у них было, оно действительно, некоторое оборудование, вот, скажем, по хранению продукции, оно еще в Европе даже вот такое вот широкое распространение получит. То есть это новое оборудование. Поэтому вот такие предприятия радуют, мне кажется, вот именно вот в этом направлении. Спасибо вот директору предприятия, то, что вот они сумели нам организовать такое предприятие. И мне кажется, вот главе республики было, наверное, не стыдно докладывать президенту страны, что вот у нас есть такое предприятие, действительно на уровне, мировом уровне. И продукция, я думаю, будет пользоваться не только спросом в нашей республике. Я думаю, вот те переговоры, которые ведутся на уровне, значит, наших арабских стран, они достигнут положительного. А это дополнительный приток денежных средств в нашу казну, это дополнительные социальные вопросы, это развитие экономики. Да, вот это вот мне просто хотелось добавить, потому что я сам был свидетелем. Потому что вот говорят иногда как, вот земля, плодородная земля выведена из оборота, там, мол, пшеницу можно было. Да. Но я говорю, сколько пшеницы дала бы нам вот на этих 1000 гектаров дохода? Конечно. Ну, в лучшем случае 400 тонн, 4000 тонн, да? Ну и 10 человек занятых работой. А здесь 1000 людей занятых работой. И вот в чем разница. Очень доходное дело. И очень доходное. Да. Конечно. И прибыли же идут, кроме всего прочего. Сегодня, если они уже где-то 16-17 тонн вы берете, да, с гектара, а в перспективе уже до 50 тонн с гектара, ведь это какая? Уже 50. Уже есть, да? Уже вот, слава Богу, это уже есть. Это же великолепно. Принимали у себя в гостях катарцев, было такое, швейцарцев принимали в гостях. Теперь будете принимать в гостях еще и садоводов России. Каково это для вас? Готовы ли вы поделиться опытом? Мы, во-первых, обладаем опытом публичных мероприятий. На базе нашего предприятия, вот, ну, отступлюсь немножко, на последнем форуме в Москве по вопросам садоводства ко мне подходили руководители хозяйств Липецкой области и просили, можем мы с агрономом к вам туда приедем, посмотрим ваш сад. К нам приезжали с Казахстана делегация, которая смотрела наш сад. К нам приезжают с Ставропольского края, с Краснодарского, с Ростова приезжают. Очень много делегаций приезжают к нам. Они знают, узнали о нашем саде, приезжают, берут пример с нас, учатся у нас. Более того, мы сейчас хотим создавать на нашей базе, может, не наша база, но они работают у нас, современную школу, международную школу современного садоводства. Будем кадры готовить дальше. Совершенно правильно коллега сказал. В саду образовался коллектив. Понимаете, люди, которые никогда не работали, вообще не работали, были домохозяйками, они стали коллективом. Они вместе радуются, они вместе, если не дай бог горе, вместе сопереживают. Это люди, которые сложились и живут этой жизнью. Это очень здорово, это многого стоит. Во всем этом, конечно, нам сильно помогает сенатор Белан Хамчиев, который сопровождает проект по научной стороне его, находит нам и инвесторов, находит и поставщиков в зарубежных странах. Глава республики не отступает от нас. Это его мечта была увидеть сад. Вот, часто воплощенная мечта. Да. Приезжая в Кабарду, я сопровождал его много раз. Он хотел хоть 100 гектаров сада, а сейчас 1000 гектаров сада. Совершенно правильно говорит. В каждом рубле производства примерно 25-30% заработной платы. Мы с гектара, у нас плановый сбор 50 тонн, если по 50 рублей, это 2,5 миллиона рублей. Вот там лежит 30% заработной платы на каждом гектаре. Каждый гектар сада – одно рабочее место постоянное. Понимаете? Это люди, то, что заработали, даже идут строителям, идут в магазины. Это все деньги, которые живут в республике. Мы увеличим число работающих за счет этих производств, о которых я говорил. И соковый цех, и, конечно же, мы в мечтах и планируем, и изучаем сейчас возможность строительства пектинового производства. Пектин в России никто не производит. Все это ввозится из-за рубежа.
Единственный завод, построенный под Астраханью, не смогли запустить. Но у нас есть уверенность, что если мы возьмемся, мы это сделаем обязательно. Мы изучили его технологию, все знаем. Это высокая технология производства, это глубокая переработка фруктов. Будет это в Ингушетии, то это будет первое в России производство. Опять пектина. Сложная задача, да? Но это сложно, но оно радует, что если мы это преодолеем, это будет единственное в России производство, которое будет делать пектин. Им можно гордиться. Конечно, безусловно. А совещание, конечно же, мы проведем. Безусловно, если нам доверят его провести, он в год один раз проходит. Ближайшее было 3 года назад в Кабардино-Балкарии, остальные в Краснодарском крае, в Тамбовской области и так далее. Но мы готовы встретить гостей, готовы предложить им программу хорошую. Чем выгодно отличается наше предприятие от тех, где проводили раньше? Мы это писали и министру сельского хозяйства. У нас в саду есть все, от первого года закладки до плодоносящего сада. У нас есть самая современная техника для работы в саду. У нас все, к сожалению, оно импортное, в России не производится, но у нас целый набор всей техники, которые в мире вообще производится. У нас технология самая современная. У нас на одной площадке собраны, как он говорил коллега, и холодильники, и сортировочные линии, и построены по нормам, единственное у нас, и бытовые помещения, и столовая, и технические здания, механические мастерские, растворный узел, насосные станции. Все мы построили по самым современным проектам, которые отвечают требованиям и Росздравнадзора, и Технадзора. Ну, настоящий живой организм, который живет, функционирует, да, и приносит пользу, как говорится, нашей республике. И при проведении спортивных мероприятий не раз Сад-Гигант оказывал нам помощь. Мы нашим победителям, всем участникам соревнований дарили яблоки. Вначале ингушские яблоки, да, выращенные по этим технологиям. Да, спасибо, конечно, вам за это. Вот еще один объект, которым мы будем гордиться в будущем, это новый стадион с ареной на 15 тысяч зрителей, который будет сдан уже к 2020 году. Я думаю, это нам прокомментирует Магомед Хасанович. Как вы сказали, в 2020 году уже будет, наверное, завершено будет открытие стадиона. Стадион будет у нас в нашей столице, в городе Мага. Стадион с вместимостью 15 тысяч человек. И на базе этого стадиона у нас будут также функционировать федерации. Федерация футбола, легкой атлетики. Также, я думаю, в дальнейшем будет уже федерация по велоспорту. И вот так, может быть, как-то будет так фантастически, но мы так надеемся, что у нас, может, на нашем футбольном поле, на нашем стадионе когда-то пройдет знаменитый футбольный матч с участием самых лучших команд мира. Ну, почему бы нет? Почему бы и нет, да, и к тому же, а может быть, к тому времени наша команда уже будет играть в финальный матч Кубка страны, неважно где, но будет финальный матч, и будем гордиться нашей командой. Безусловно, но уже, как говорится, выбрано, да, место, где будет построен стадион. Наш корреспондент там побывал, и я предлагаю посмотреть, где же будет этот великолепный стадион. Будущий стадион с футбольной ареной на 15 тысяч мест в Магасе будет построен на этом самом участке, рядом с хоккейной академией Фетисова. Пока что трудно представить, что здесь, вместо разросшейся травы, скоро окажется самый крупный объект республиканского достояния – здание, которое станет эпицентром спортивных мероприятий региона. Этот уголок столицы республики скоро по праву можно будет называть спортивным. Гости и жители региона свободное время смогут проводить с пользой. Который будет объединять не только спортсменов нашей республики, но и гостей и спортсменов с других регионов со всего Северного Кавказа. И жители нашего города смогут насладиться спортивными праздниками и различными спортивными мероприятиями. Впрочем, первые шаги уже сделаны. В скором времени рабочий процесс на этом участке пойдет полным ходом. И к 2020 году, как отметил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, при поддержке федерального центра объект будет сдан в эксплуатацию. А любителям спорта остается набраться терпения. Один из людей, который будет также радоваться, это у нас в гостях сегодня Мархива Мадина Висангиреевна, старший тренер по легкой атлетике. Я думаю, что вы, как и все мы, ждете строительства этого стадиона. Конечно, мы
были очень рады, когда узнали о объекте таком масштабном, потому что легкая атлетика насчитывает около 30 видов, и у нас на сегодняшний день задействовано несколько видов, так как мы не можем себе позволить остальные виды, чтобы у нас функционировали из-за отсутствия условий, секторов и так далее. И учитывая то, что на сегодняшний день у нас есть спортсмены, которые вышли на всероссийский уровень, я думаю, что в дальнейшем не только по нескольким видам, а также по всем видам легкой атлетики у нас будут показывать высокие результаты, будут участвовать в международных турнирах, как на выезде, так и мы будем принимать спортсменов у себя на стадионе. Мы очень счастливы, я надеюсь, что это в перспективе как для нас, так и для других спортсменов будет на высоком уровне все проходить. Обязательно. Дополните, Магомед. Я бы хотел проведение спортивных мероприятий не только всероссийского масштаба, но и международного. Мы уже не раз проводили мероприятия, и мы все были очевидцами очень крупных мероприятий, которые проводились, будут проводиться. Думаю, на этом стадионе у нас наши ребята, мы в основном привыкли, что у нас боевые виды спорта развиваются, а легкая атлетика. Может, у нас будут там чемпионы выходить, и мы будем проводить на этом стадионе соревнования международного масштаба, не говоря уже о чемпионате России. И я бы хотел, федеральному центру спасибо. Спасибо главе. Глава проводит очень большую работу по обеспечению спортивными объектами. И просто нужно учитывать у населения, что объекты, построенные объекты, это для одного человека, это объекты для населения, для республики. Они остаются. И просто нужно за своими объектами ухаживать, за своими объектами. Это твое, если твое условия созданы, просто делайте то, что нужно, без вреда.
Магомед Хасанович, ну вот как отмечалось, возможно, со строительством этого стадиона охват населения достигнет 20-25%. То есть, как вы уже отметили, да, действительно, этот стадион, он строится, конечно же, в первую очередь для населения, чтобы они могли выходить, жители, и проводить свой здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и так далее. Ведь это и есть залог нашего здоровья, а тем более мы претендуем, да, войти в клуб стран 80+, да, мы уже туда вошли, у нас самая высокая продолжительность жизни. Ну а в чем залог здоровья? Конечно, это в поддержании себя в первую очередь. У нас было совещание с заместителем министра Новиковым. Мы там же обсуждали вопрос, и мы сейчас работаем над программой, разрабатываем программу для Республики Ингушетия развития спортивной инфраструктуры, куда включаем строительство объектов, строительство площадок игровых. В каждом населенном пункте республики, в каждых поселениях будет в наших планах в программу включить игровые площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы. Также глава дал поручение, чтобы разработали в программу, включили строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами. Это у нас в крупных населенных пунктах будет. И это все будет способствовать тому, что у нас увеличится доля населения, занимающихся спортом. И у нас тем самым будут новые олимпийские чемпионы. Безусловно. Вот здесь вот просто отрадно еще заметить, я вот с ребятами разговаривал до начала нашей передачи. Вот в прошлом году приезжали нефтяники, мои однокурсники, со всей страны приезжали, и мы расположились на базе спортивно-тренировочного лагеря Мужичи. Великолепное место, великолепный лагерь, но он у нас был в запущенном состоянии. И вот на одном из заседаний с главой мы, Народный фронт, поднимали этот вопрос, чтобы там, значит, предусмотреть реконструкцию этого, значит, спортивно-тренировочного лагеря. И сейчас отрадно, что вот в эту программу тоже включено в реконструкцию этого, значит, спортивно-тренировочного лагеря, который позволит нам не только там проводить спортивные мероприятия, но и население наше местное там в свободное, скажем, время может отдыхать. И сегодня это стало таким традиционным местом, где-то на выходные, значит, когда люди выезжают, отдыхают. И заодно они же и оздоравливаются там очень прекрасное просто место, рядом идет Асса, там есть площадка, вот небольшое усилие туда, небольшое вложение, и можно сделать отличное место для того, чтобы спортсмены проводили свои тренировочные мероприятия, и кроме того использовать его для того, чтобы и население могло там проводить свой досуг. Я бы дополнил насчет базы Мужичи. У нас на наше вот это учреждение, у нас государственное бюджетное учреждение, Республиканский спортивный центр. Вот на базе этого мы, да, в рамках этой программы, также вопрос обсуждался, планируется построить гостиничный комплекс, на 150 человек будет, там пищеблок, физкультурно-оздоровительный комплекс, будет добавочный спортзал. И там будут проводиться учебно-тренировочные сборы не только представителей субъекта Российской Федерации, но и сборные команды по всем видам спорта, чтобы они непосредственно приезжали к нам. Тем более база находится на очень красивом месте. Да. Там есть все условия для занятия спортом будут, и проведение учебных тренировочных сборов влияет на успех в дальнейшем на соревнованиях. И еще добавить бы хотелось бы насчет альпинистского лагеря, который у нас планируется построить. Альпинистский лагерь Кязи. Он будет тоже построен в проекте, также одобрено. Сейчас будет работа вестись. И тем более у нас наши горы, это пошаговые, это шаговые. Мы можем так, как в других субъектах, чтобы подняться на гору, нужно доехать на автотранспорте, потом пешком какие-то километры преодолеть, чтобы дойти до горы. А у нас шаговая доступность. Приехал, посмотрел, и в будущем, я так думаю, в 2019-2020 году также планируется проведение чемпионата Европы по альпинизму. Безусловно. Еще один момент, который был отмечен на встрече президента страны и Юнусбека Бамгиревича, это снижение младенческой смертности. Конечно, этот показатель нас очень сильно беспокоил. Последние годы он был очень высоким. Сейчас его удалось снизить в 2 раза. И все благодаря строительству перинатального центра у нас в регионе. Закрий Исаевич, я думаю, что вы, как никто другой, сможете сказать об этом объекте, где зарождается жизнь и который показывает благосостояние нашего народа. Этот объект, он супер важен для республики, и он вот именно в республике построен
одним из 7. То есть в России построили 7, в том числе и у нас в республике вот этот перинатальный центр. Это очень большой объект, его только годовое содержание нам приходится где-то порядка 600 миллионов рублей. И, конечно, вот там новейшая техника, там, значит, подобно соответствующий персонал. И поэтому неудивительно, что вот за это короткое время, после того, как он был построен, нам удалось значительно снизить эту младенческую смертность, детскую смертность. И, конечно, то, что там не только вот перинатальный центр, но рядом же построили и республиканскую больницу на 130 мест, много других объектов, но именно вот строительство перинатального центра, объекта очень большой. Очень большой по размерам, по, значит, республиканским нашим масштабам, он очень крупный объект. И не зря он был возведен вовремя, то есть мы уложили в сроки, республика уложила в сроки, потому что его лично глава республики под контролем держал. Его строительство этого объекта держали под контролем и Министерство здравоохранения, правительство нашей республики, на парламенте эти вопросы рассматривались. И поэтому объект возведен, он уже функционирует в полную меру, в полную силу. И, конечно же, дальнейшее его функционирование, я думаю, поможет нам и улучшить этот показатель, очень важный показатель по снижению детской и младенческой смертности. Вот все, о чем мы сегодня говорили, это социально-экономическое развитие, да. И, можно сказать, мы взяли такой стабильный курс развития. Спасибо вам, что пришли к нам в студию, спасибо, что ответили на наши вопросы. Я представлю участники нашей программы. Замир Хакяшевич Балкизов, генеральный директор агрокомплекса «Сад-Гигант Ингушетия». Закри Исаевич Мамилов, депутат Народного собрания, сопредседатель Народного фронта в Республике Ингушетия. Мургустов Магомед Хасанович, заместитель министра спорта Республики Ингушетия. И Мархиева Мадина Висангиреевна, старший тренер по легкой атлетике. Ну, вот говорим мы о социально-экономическом развитии. Мы решили, как говорится, все, о чем мы сегодня говорили, собрать в одном видеоролике. Лучше, да, один раз увидеть. Давайте посмотрим. У вас сегодня есть свой дом, своя крепость, есть замечательная республика, которая развивается, есть команда управленцев во главе с Юнусбеком Ангеличем, который ежедневно думает о том, как улучшить жизнь людей на этой земле. Мы благодарны вам. Хороший глава. Да. Дорогие друзья, я хочу от нашего общего имени поблагодарить за огромный свой вклад главу Республики Ингушетия, его администрацию, министра здравоохранения Республики Ингушетия. Страна наша огромная. Не везде мы можем произвести в других регионах то, что можно произвести на территории республики. Республика Ингушетия находится на марше. И вы, так сказать, делаете очень большое дело в развитии физической культуры и спорта, в развитии здорового образа жизни. Никто кроме нас! Никто кроме нас! Это свидетельство отношений, во-первых, федерального центра, во-вторых, вашего руководителя Юнусбека Ангелича к своей республике. Первый это свет по-нашему, по-русски. Пусть так. Красивое слово. А? Пусть так называется. Красиво, по-английски хорошо значит. Мое сердце теперь скучать будет в Петербурге, в Москве и в Ингушетии. Служу Российской Федерации и родной Ингушетии. Ну, я думаю, слова тут излишние. Я вас еще раз благодарю за то, что пришли к нам. Спасибо за столь интересную беседу. Благодарю наших телезрителей, что были с нами. И до новых встреч на Национальном.